Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Исполнилось 14 лет со дня смерти Сапармурата Ниязова. Со дня смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова прошло 14 лет. Глава государства скончался 21 декабря 2006 года. Ниязов родился в 1940 году в селе Кипчак Ашхабадской области Туркменской ССР, ныне Ахалский вилаят Туркменистана. Его отец погиб в боях Великой Отечественной войны, а мать и двое братьев во время Ашхабадского землетрясения 1948 года. Ниязов воспитывался в детском доме. После окончания школы работал профсоюзным инструктором. В 1962 году стал членом КПСС. В 1967 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-энергетик. Работал на Безминской ГРЭС, ныне Абаданская ГРЭС. В 1970 году Ниязов перешел на работу в Центральный комитет Коммунистической партии Туркменской ССР, и в 1985 году дорос до должности первого секретаря Республиканского ЦК. В 1990 году стал председателем Верховного Совета Туркменской ССР и постоянным членом Политбюро ЦК КПСС. В 1990 году Ниязов был избран президентом Туркменской ССР, а после обретения независимости в 1992 году – президентом страны. В 1993 году Меджлис, парламент, объявил Ниязова главой всех туркмен мира. Позднее этот титул назвали Туркменбаши. На протяжении правления Ниязова в Туркменистане набирал силу культ его личности. Авды Кулиев, в 1990-1992 годах занимавший пост министра иностранных дел Туркмении, в мемуарах так описал атмосферу близкого окружения Туркменбаши. Был и такой эпизод, когда пресс-секретарь Раздурдыев, не найдя чистую пепельницу, подставил президенту свою ладонь, на которую Ниязов спокойно стряхнул пепел со своей сигареты. Вторая их задача состояла в том, чтобы перед Ниязовым все время стояла пиала горячего зеленого чая. Создавалось впечатление, что никаких других забот у этих людей не было. В соревнования по обслуживанию президента чаем и пепельницей вступал и член президентского совета Нурклычев Ниязклыч. Были и такие случаи, когда Нурклычев с подобострастием подбегал к Ниязову и поправлял ему покосившийся галстук или завязывал развязавшиеся шнурки туфель Ниязова. Портрет Ниязова появился во всех учреждениях, ему поставили большое количество памятников. Он переименовал месяцы и дни недели, а также написал книгу Рухнама, которая стала обязательной для изучения в школах. Также первый президент упразднил Академию наук, сократил срок обучения в вузах до 2 лет, ликвидировал провинциальные больницы и принял много других одиозных решений. В стране не допускались оппозиционные настроения. В 2002 году под предлогом якобы организованного покушения на Ниязова были отправлены в тюрьму критически настроенные политики во главе с министром иностранных дел Борисом Шахмурадовым. О судьбах большинства из них до сих пор ничего не известно. Смерть Ниязова 21 декабря 2006 года была скоропостижной. Было объявлено, что он умер от острой сердечной недостаточности. Распорядителем похорон стал Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьер, министр здравоохранения и личный врач Ниязова. Погребение было осуществлено в родовом мавзолее в Кипчаке, куда ранее перенесли прах матери и братьев президента, а также землю из братской могилы, где похоронен его отец. Исполнять обязанности главы государства, согласно Конституции, должен был председатель Меджлиса Авизгюльде Атаев, но на него внезапно возбудили уголовное дело. Исполняющим обязанности президента стал все тот же Бердымухамедов. В 2007 году он выиграл выборы. Бердымухамедов не выступал с критикой культа личности Ниязова, лишь на одном из заседаний правительства заявил, что тот совершил много ошибок. Но многие решения первого президента были отменены, Рухнаму перестали изучать, месяцам и дням недели вернули прежние названия, систему здравоохранения и образования стали восстанавливать. Однако вскоре в стране возник культ личности самого Бердымухамедова, который остается актуальным до сих пор.